Салату вассаляму аля расулилля, амма ба'д. Теория в книге у каждого есть, поэтому просто интенсив практически, чтобы увидели какие-то тонкие моменты, которые есть. Ихтиляф ученых, лучше каждый, чтобы все равно книгу прочитал, она небольшая относительно, в принципе, вам полчаса, час времени потратится. По поводу похорон, подготовки, как Исуф Харат выражается, подготовки брата-мусульманина к встрече Всевышним, это является фарду кифая, то есть это является обязанностью на всей уммы. Если кто-то один из нее выполняет, соответственно, все с уммы спадает обязанность. Если никто не помоет, не омоет, не завернет саван, не похоронит, вся умма будет ответственна. Возможны ситуации, когда мы можем оказаться единственными мусульманами, когда кто-то из братьев умрет. Соответственно, вот в данной ситуации это уже становится фарду айн. Потому что кроме нас больше никого физически не будет возможно, соответственно, на нас это возложено будет. Поэтому знать это является обязательным, уметь тем более. Также правильнее является, когда человек сам омывает своих родственников. Потому что без сомнения, так как омоет тело отца сын, больше никто не омоет. То есть досконально, до конца. Поэтому тоже Исуф Харат приводил в пример то, что он для себя поставил правилом, что всех родственников он сам омывает. Также и для нас нужно уметь, это неестественно, когда человек, дочка свою мать, сын своего отца, дает омыть кому-то другому. Поэтому уметь омыть. Можно один вопрос? Да, прошу. Жену можно? Жену. Сейчас дойдем до этого вопроса. Это первое. Второе, касательно мужа и жены. По мнению ханафитских ученых, муж не имеет права омывать жену, жена имеет право омыть мужа. В частности, приводится то, что Абу Бакра омывала его супруга, и приводится в риваяте о том, что она, омыв своего мужа, соответственно, Абу Бакра, радиаллаху анху, вышел к сподвижнику пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и спросила: я болею, и на улице холодно. То есть, нужно ли мне сделать осль? То есть, мы знаем то, что, опять же, согласно ханафитскому мазхабу, гусль является сунной, не является обязательным. То есть, по мнению некоторых ученых, гусль теряется, когда мы моем. Далилем приводит именно вот этот случай, когда супруга Абу Бакра вышла, сказала, что я омыла своего мужа, я болею, и на улице холодно. Нужно ли мне сделать омовение? На что сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: нет. То есть нет такой необходимости. Поэтому, согласно ханафитских ученых, гусль брать после того, как мы омыли тело нашего брата, является сунной, но не является обязательным. Также то, что женщины могут мыть тело своего мужа, мы также из этого далили видим. И приводит хадис, где Айша, радиаллаху анха, сказала, что если бы мы знали, что жены могут омыть своего мужа, мы бы не отдали тело пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Важно, и это является условием, когда омываем тело, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто участвует, то есть омоет тело своего брата, и ставится условие, и не будет рассказывать то, что он здесь увидел. То есть, когда мы человека омываем, мы видим то, что он скрывал. То есть, это может быть болезнь, это может быть какие-то изъяны, еще что-то. И приводит то, что кто омоет своего брата и не расскажет то, что он здесь увидел, тому простятся, сейчас 30 или 40 больших грехов приходят в хадисе. Да? То есть, оставится условием, что он не расскажет то, что он здесь увидел. Поэтому в данном случае, когда жены моют тело мужа, естественно, это они знают эти секреты. Это лишний повод, что об этом никто не узнает. Но в данном случае, если мы участвуем в том умывании брата, мы должны понимать, то, что мы здесь увидели, мы говорить, рассказывать не должны. И поэтому желательно, чтобы участвовали именно близкие родственники, то есть те, кто об этом рассказывать не будет. Поэтому даже если, допустим, они не знают, вы можете участвовать, но желательно, чтобы помощником были именно кто-то из близких родственников, чтобы это, лишний раз эта вещь не распространялась, потому что не все бывают сознательные, не все вот это условие могут придерживаться. Соответственно, вот в этом вопросе ханафитские ученые говорят о том, что в плане развода, если женщина разводится с мужем, она еще 3 месяца является женой мужа. Муж, если он развел жену, он может сразу на следующий день жениться на другой. И поэтому они говорят, что после развода муж уже разведен,
а жена еще является женой там, в течение определенного времени. Имеется в виду, когда она умирает, Когда он умирает, 4 месяца, 10 дней, она еще айду выдерживает. То есть она еще является женой. Ну, вот, допустим, если у мужа есть 4 жены, он одну из них развел, он тут же может жениться на четвертой. Ну, другую взять, да? Женщина, если она разведена, она сразу замуж выйти не может. Она еще 3 месяца айды или 4 месяца, 10 дней, если она вдова. Соответственно, как бы на ней еще хуком, что она еще жена этого мужа. И это как бы лишний довод того, что женщина может мыть. Да, касательно вот этого вопроса. Потом важно то, что есть, допустим, понятие зарурия, да, когда женщина, допустим, больная, она ищет мусульманку врача, если не находит неверующую женщину, правильно? Потом мусульманина мужчину, потом не мусульманина мужчину. То есть есть как бы некий этот. Когда женщина, она единственная мусульманка в этой деревне, и нет другой женщины, которая могла бы его омыть, это не повод, не довод, не разрешение для того, чтобы мужчина, мусульманин, мог омыть тело женщины. То есть ни при каких условиях мужчина не может омыть женщину. И также женщина не может омыть тело мужа, ну, кроме случаев, что он муж. Поэтому вот те случаи, когда в морге омывает тело, мы не знаем, кто моет. Женщины моют мужчины, мужчин моют женщины. И это противоречит как бы вот основе законам шариата, в частности, касательно именно ханафийского мазхаба. Даже вот таких случаев, когда на чужбине умерла сестра мусульманки, больше нет ни одной мусульманки, кто мог бы омыть тело, они должны взять неверующую женщину, объяснить, как нужно мыть. И эта женщина уже моет. То есть мужчины по-любому никаким образом не могут прикасаться. То есть Аллах Субхану ва Тааля для того сохранил честь мусульманки и мусульманина, что даже мертвая женщина, она сохраняет те же, то есть аурат также харам. И касательно мужчин также аурат, то есть от пупка до колена, даже мертвого мы не имеем права смотреть. То есть Аллах Субхану ва Тааля сохранил честь даже у мертвого брата и мертвой сестры, мусульманки. Соответственно, если в случае, что в каком-то селении и была одна женщина-мусульманка, она умерла, и больше нет мусульманок, которые могли бы омыть тело сестры, берется неверующая женщина, именно женщина, и объясняется, что нужно сделать, хотя по минимуму, да, то есть, да, омыть тело, она сама моет, и дальше как бы уже ее хоронят. То есть в противном случае, как бы никоим образом мы смотреть не можем. Также важно всем нам иметь представление, понимание об этом, потому что когда умирает родственник, человек теряется. И просто такое шоковое состояние, и он не знает, что делать. И вот в этом случае как бы друг, знакомый, сосед, брат мусульманин, которому проще, легче, когда умирает свой родственник, там, свой отец, Аллах классный, дети, кто-то, то есть человек потерян. И вот в этом случае, если кто-то из братьев мусульман придет и поможет, по крайней мере, вот есть правило, да, человек умер, правильно положить, установить тело, закрыть глаза, подвязать нижнюю челюсть, если она открывается. То есть вот в этом случае для нас тоже эти знания нужны. То есть мы приходим и уже как бы со стороны, видя какие-то изъяны, мы это все исправляем. Поэтому, Руслан, твой звездный час? Да, ложись? Так, лучше со стороны, как удобнее. Так, буквально сейчас, просто для примера, да, эта калаша специально сделана именно для того, чтобы омывать тело в домах. Соответственно, его забирают в мечеть и там устанавливают. То есть он сделан из жести, там есть шланг, соответственно, ставится тазик, в него ведро, соответственно, сюда укладывается тело. Просто я пока покажу, что происходит, соответственно. Ложишься? Да. Понятно, что когда человек умирает, то есть, как обычно ставят руки на животе, неправильно. Потому что, когда мы в саван укладываем, руки должны быть по швам. То есть здесь важно, когда человек только умирает, некоторое время, там час-два, пока вот это окоченение происходит, нужно вот выровнять руки, выровнять ноги. У некоторых получается нога в таком состоянии, он может умереть. Были случаи, когда человека вот так привозили. И вот потом тело выровнять очень сложно. То есть да, возможно, вот эти места прогреваются горячей водой и потихоньку. И даже и тут он в таком состоянии остается. Нет. После окоченения все, он не сгорает. Поэтому вот в этом случае именно важно, допустим, мы со стороны, то есть мы знаем, что кто-то из братьев умер, мы приходим и контролируем. Потому что родственники, они, все, там женщина может потеряться, то есть как бы ей не до этого. У нее
эти все мысли, что произойти, что человек в это время теряется. Вот в это время просто прийти, там, выровнять руки, выровнять ноги, соответственно, да, если, мы же по полной программе, просто берется и, соответственно, вот здесь подвязывается голова, то есть получается вот здесь под этот. Ну, чтобы держалась, да? да, Если чтобы, открывается, да, чтобы не открывалось. Тоже голову ставится ровно, ни право, ни лево, да, то есть это подвязывается. Можно просто любой женский платок. Просто берут, подвязывают, глаза закрываются. Потому что иногда бывает даже так, что они могут не этот. Чуть закрывается, да? Вот если человек только умер, просто руками. С открытыми глазами остался. Если он может, допустим, человек умер, не заметили, что он умер, он может с открытыми глазами остаться. В этом случае тоже можно, опять прогревая, почему глаза закрыть, нет, они могут просто не закрыться. Человек, Ты их закроешь, они не закрываются? нет, когда уже окоченение произошло, они просто не закроются. И вот в этом случае, как бы, вот опять же, вот прогреванием, опять же, вот вариант, когда у нас майдхана, у тебя душ горячий, ты там устроил баню, пропарил все хорошенько, да, у тебя какая-то возможность есть. Дома, когда ты просто куманом это пользуешься, очень тяжело. Во-первых, много воды, а это все собирается сюда в тазик. Выливать каждый раз. Эти ведра надо выливать, да. Также вот у нас получается, ладно, если это в деревне, мы можем куда-то, там, ну и абеляр, бабайлар у нас говорит, что по дереву куда-нибудь надо, да, чтобы никуда, в городе это не получится. То есть это все в унитаз выливается, это как бы не... Но тем не менее, вот это таскание воды, это все, то есть особо много воду не потратишь, да. Соответственно, как бы, ну здесь мы, получается, его в калаша положили, но вот тело ровно положили, на ровную поверхность. То есть, опять же, если мы по перинах, он будет неровным, да, то есть тело может быть там... Форма, Да, то есть, поэтому обычно берут либо ведро, дверь снимается, на дверь ложится, либо где-то вот тахта ровная деревянная поверхность, чтобы тело было ровным. Это у нас на этот. Дальше. Теперь, да? Она можно же, наверное, ложить? ну это Вопрос. неуважительное отношение. То есть, поймите правильно, да, к телу такое же отношение, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поломать кость мертвому, то же самое, что поломать живому. Соответственно, даже когда мы моем тело горячей водой или холодной, тоже мы не смотрим теплую. То есть аурат также закрывается. То есть в такое же отношение, как и к живому брату мусульманину. То есть поэтому как бы Аллах Субхану ва Тааля сохранил честь мусульманина, даже мертвого. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, поломать кость мертвому, то же самое, что поломать живому. Поэтому мы ни одного живого родственника на пол не положим. Понятно, что если он всю жизнь на полу как бы спал, жил, то есть у него, ну, допустим, там, Средняя Азия, где-то вот, можно просто... В этом случае, да, он на полу лежит. Если как бы мы спали на кровати, то раз его на пол положили, даже со стороны это как бы будет смотреться некрасиво, неправильно, и это отношение. То есть, опять же, повторюсь, это даже как бы гуруф, да, если люди привыкли к тому, что, ну, как в Японии, допустим, не все на полу спят. В этом случае, как бы он лежит на полу, как бы проблем нет. В нашем случае мы на полу не спим, соответственно, и такой. Али Хазар, а на диван можно, вот, допустим, баба это умер, его на диван, ну как бы не было как. Ну, стараться, чтобы поверхность была жесткая, чтобы тело было именно ровно. Такой вопрос, если это немного времени не займет. Вот вы сказали, что на какую-нибудь ровную поверхность положить, ну, допустим, дверь. Да. А когда его мыть, как сливать воду? Нет. Обычно, я почему ставить, допустим, хорошо, если вот у нас был случай, да, когда вот с Сергеем последний раз был, женщина умерла, и там мы в течение 3 часов вопрос решили. То есть мы сразу тело забрали, помыли, все. Бывает так, что тело остается, вот его, он умер после обеда, и они физически не успевают его вот в этот день похоронить. Соответственно, он до утра будет лежать. И вот в этом случае ровную поверхность, и он до утра, допустим, лежит. Омывается вот в этом. После его на ровную поверхность. Нет. Вот как только он умер, вот он мог на перинах лежать, правильно? То есть вот неровная поверхность. Вот только он умер, мы просто я Руслан всегда положил, просто как бы, ну, чтобы показать. А так, то есть он-то умирает у себя на диване, допустим, на кровати, кто где как. Соответственно, нам нужно его положить на ровную поверхность, желательно так жесткую тахту, допустим, да, либо если у него только вот перины, просто беру, снимаю дверь, на дверь ложу, ну, чтобы тело было ровным. Потому что, ну, час-два происходит окоченение, чтобы он окоченел, как бы, ну, застыл в ровную поверхность, да. Соответственно, в данном случае, как бы, и нам потом его перекладывать будет удобнее, да. Соответственно, то есть, в случае здесь 2 варианта, да, один моет у нас, соответственно, у нас для этого есть мойка, да, и есть здоровый, это когда дома моют. Вот для дома вот такой специальный калаша есть. Это вот вообще, в принципе, как бы такой тут ноу-хау, оно в деревне оно попроще. То есть просто
жесть, так, все остальное деревянное, и все это прям вот стекает. Не как вот здесь в дырочке и со шлангом, а просто вытекает. Соответственно, вот он на кровати лежит, эту вещь рядом ложит, и, соответственно, потом его перекладывают. Здесь вариант, так, мне нужно будет 3 человека. И здесь немножко с этим. Да, потому что мне придется ходить, и она будет немножко не это. Нет, не она. В том-то проблема, что у нас она есть, а в этом нету. Полотенце можно? Я уже, извините. Так. Абдрахман, давайте. Сейчас смотри. Так. Сейчас ты здесь стоишь, ладно? Только лучше с той стороны, чтобы ты проводы цепанул. Следите сюда. То есть мы переиграем ситуацию, да? То есть это кровать, это калаша, куда мы его должны переложить, правильно? Соответственно, ты просто лежишь, не дергаешься, да? Так, Абдрахман, можешь со стороны? Сейчас мы его вот так на бок перекладываем сюда чуть-чуть. То есть вот на уровне этого бедра. Все, теперь закладывай. Все, положил. Теперь мы отсюда его взяли. Видел? Теперь смотри. Да, вот так. Теперь у тебя плечи и немножко голову. Если голова будет проваливаться, соответственно, ты помогаешь с головой. Сейчас смотри, ты за ноги. Нет, Абдрахман, ты сейчас делаешь, смотри. Мы сейчас берем за ноги, да? Смотрите, мы сейчас его берем, и я на шаг назад ухожу. Понятно? Так. Ты сюда встаешь и забираешь ее, и я ухожу, ты ложишь на стол. Так. Понятно? Да. То есть за плечи. Тогда я туда Нет, ухожу. за плечи с двух сторон. Ты за плечи, я за Нет, можно так. Да, можно так, все. да, вот так. Да, все. Мы взяли. Все, вот так. Чуть сюда. Абдрахман, берешь. Ты сейчас у меня забираешь ее. Так, сейчас пробуй. И сейчас ты его ложишь. То есть в это вот так, как с кровати перекладывать. То есть понятно, если мы даже вдвоем моем, перекладывать нужно 4 человека. Да. Это как бы когда... Мы на помощь зовем. Да, кому-то нужно. Теперь, соответственно, вот мы его, получается, Переложили. переложили, та же система. Так, я уж не буду, ладно? Ну, можно как бы вот так просто его вытянуть. Так. Теперь это у нас дома делается. Сер, можно? Теперь вот вообще вещь незаменимая, особенно для нас. Это называется ковшовые носилки. С той стороны? Нет, с той стороны. Вот здесь есть кнопка, нажимая которую она должна разойтись. Вообще это носилки для спасателей. То есть мы берем, он также лежит, мы подкладываем с двух сторон. Все. Приподнимать не надо? Нет, ну все. Прищемил? Тогда можем это. Да, ну это все. Все сделал? Сейчас смотри, ты берешь с той стороны, все, вот здесь уже 2 человека достаточно. Абдрахман, уйди ты. Нет, ты уйди. Просто уйди, ты мешаешь. Все. Мы взяли его. Прям. Я полетела. Ну и, соответственно, как бы здесь, она вот короче, она для этого не рассчитана. Если это происходит в Майдхана, да, то есть у нас здесь ровно. Мы все положили, также отжали, сейчас мы его уроним, поэтому давайте обратно. Все, то есть здесь уже, если такие носилки есть, уже 2 человека спокойно справляются. Задача просто их на них положить. Ну, ты можешь немножко, можешь приподнять, засунуть. Это используют для спасателей, для этого. МЧС, когда человек, допустим, у него есть подозрение на перелом спины, они раз, да, и здесь как бы 2 ремня есть, связали. Все, и ты можешь дальше же его тащить там, в гору, все. И то же самое здесь. Там кнопка есть, отжали. Все, ему, все. Ее собрали, убрали. То есть, когда вот Мейдхана, да, вот именно вот с ней как бы работает. Ну, сразу вниз туда. Да. Брат, да, сам. Ну, да, нет, давай лежи. Сейчас попробуем то же самое сделать с этим. С полотенцем. Практически повтор. Да. Соответственно, так же. Так, мы сейчас... Мы просто чуть-чуть его сюда. Вообще, да, Сергей, никакого этого. Мафи Рахма, говорит, да? Никакой милости, говорит, нет, говорит, да? Жестко. А, мы так руки не сломаем? Нет, да, нет, нормально. Сейчас теперь ты берешь. У них же руки. Сергей, ты отсюда. Нет, нормально. Или подвинуться. Все? Так, взяли? Один перешел. Нет, ты правильно. Все, теперь я здесь забираю, ты уходишь. Для этого Всё. 4 человека. Вот, да, вот. втроём. Вся. Втроем это уже не получится. Втроем это намного сложнее получится. Все. Именно вот с этим переходом тяжелее всего, ну вот здесь может голову, вот, если можно придержать ее, иначе голова падает, поэтому 5-й человек для головы. Просто легкий, поэтому нормально. Так? Да. Если был бы человек там пару центнеров, было бы веселее. Умерший, он по-любому тяжелее, да, чем живой. Да. Может, коченеет. Но коченеет только в неудобстве. Теперь,
Соответственно, мы его прямо в одежде ложим. Не обязательно, что все будут в этом, да? Обязательно. От пупка до колена должно быть закрыто. Это как бы... Поэтому у нас используют этот простыню. То есть мы сразу заказываем у родственника, чтобы они привезли 2 простыни. Одна для того, чтобы высушить, одна, чтобы закрыть. Но опять же делаем слоями, чтобы не видно было. Соответственно, с него эту кофту, одежду уже не получится снимать. То есть это все делается ножницами. Все, вырезали, полностью штанина, все вырезали. Потому что это все равно уже никто одевать не будет, это выкидывается. Соответственно, как бы все это вырезается, снял. Та же система, да, когда мы просто берем, сейчас, так взяли, перетянули, всю одежду выдрали, все. Все сняли, да. Теперь он как бы, вот теперь уже полностью голый, да. Опять же, ну, из уважения. Бабайла перед тем, как здесь положить, теплой водой поливать, чтобы не очень холодно было. Опять же, поэтому. Все. Клиент готов. Сейчас же в основном вскрытие делают. Есть вскрытие, ну, что меняется? То, что он голый уже? Ну, это несколько упрощает как бы доступ к клиенту, да? Можно написать заявление, что он Да, поставил это. Не всегда получается. Там вопрос поднимали касательно этого. Если медик ставит подпись на причину смерти, как бы, Ну, в законе есть это, что из-за религиозных этих можно. а есть подозрение то, что убийство было. Ну, если только, да, если там какая-то ситуация такая. Потому что, Драка там, еще что-то. нет, Это заранее как мне сказали, если человек умер на улице, это однозначно вскрытие. Если это пожилой человек или уже там онкология 4-й стадии, то есть когда понятна причина смерти, как бы здесь уже идут навстречу. В больницу, опять же, есть, скорее всего, вскрытие, чтобы исключить Это же нам противоречит. возможность врачебной ошибки. То есть они как бы этим покрываются. Возле вскрытия он же сшитый. Он шитый, да? И осторожнее уже надо, да? Нет, швы же на месте. Швы на месте. Туда ничего не льется? Вертеть можно. Нет, опять же, как зашили, наверное. То есть бывает так, что голову скрывает, она сочится кровь. Ну, там не кровь, это жидкость. Ну, а красная жидкость все равно остается таким. Алая такая, да? Ну, ничего не распадается. Не. Не, ну там до такой степени мы же его не кантуем, так что прям вот вообще. Может, повернуть, там полотенце просунуть. С морга, кстати, как его выдают? В пакете. Просто на носилки сразу, там ничего подкладывать. Они подкатывают, черный пакет просто На переложили. деревянный носилки. Или все-таки на тряпичный надо, потому что здесь там Нет, они прям в пакете кидают и все. на деревянный кладем. Да. Все. Эти брезентовые не подкладывают. Ну, можно подложить мы для того, чтобы потом нам или женщинам было проще переложить, да. Но так если в пакете, там просто за край пакет цепляют и все, уже нет. Иногда бывает, что пакет экономит, просит у тебя одеяло, такого же типа одеяло дают, замат прям в идеале выносит. В этом случае, да. Пакет не кладем. Да. То есть человек профессионально этим. Я еще пока тоже не понимаю, но потом объяснишь, потом. Нет, это когда с морга забираем. Так, сейчас я не против. Теперь, опять же, если мы сами готовим, в данном случае у нас есть набор, да, который, ну, для кафана. Раньше бывало так, что, ну, кафан это кафан, Кафан во что? Это не это, да? саван, Сам. да. А в противном случае раньше бабушки все это готовили. Женщины с вечера приходили. Раньше бязь шириной была 80 сантиметров, короткая, ну, получается узкая. Соответственно, брали 2 меры и сшивали ее. То есть нам нужно 2 куска 150 на 240. Это изар или фафа, да? И хамис, это ахирят кульмая по-татарски, да? Это вот 80 на 320. Вот именно бязь, она раньше была 80 сантиметров ширина. То есть ее не хватает завернуть. Соответственно, брали 2 80-ки, длиной, допустим, 2,40, и сшивали их. То есть посередине бабушки сидели и сшивали. То есть они полностью все готовили. Когда приходит хазрат, уже все вот эти расходники, так называемые, они готовы. Есть нет, но тем не менее должны как бы иметь представление о чем, да? А здесь эти расходники продаются? Э, То есть готовый набор? Она у нас готовая еще. Готовый набор есть. Ага. Помимо, вот, да, он есть, но помимо этого нужны будут, допустим, тряпочки, которые используют для того, чтобы протереть рот, протереть нос, Дополнительно. истинджа сделать, да? Эти вещи делают либо сами рвем, Ага. либо вот очень удобно, когда, ну, вот эти
нетканый материал, типа полотенца вот есть, рулонные, которые впитывают хорошо. Их можно использовать. Мы как бы вот их используем, то есть он прям стоит, человек просто вырвал кусочек такой, взял, то есть получается не те. Бумажный полотенце, да, как впитывает? Не, он чуть-чуть другой. Он не бумажный. Бумажный он намочит, бумажный намочится, он приклеится. То есть его потом будешь отдирать, тело нет. Он тряпичный, типа не тканое полотно, ну, то есть он не тканый, как бы, ну, такая одноразовая салфетка, которую вытираешь. Вот их прям рулоном используют. Ну, Его и, соответственно, набор шалами. и ради что? Набор вот этот. Да. Набор включает в себя вот изар лифафа, камис, потом я покажу, там 3 ремня, и по большому счету все. Вот эти вещи, которые используют для вытирания, истинджа, чтобы сделать рот, нос, они как бы нужно делать либо самим, просто кусок материи просто рвем и делаем, либо, если есть, просто купить рулон и использовать. То есть бабушки обычно готовили такие кусочки, они лежали там и 9 штук, там 12, соответственно. Если их нет, соответственно, либо есть материал, который можно порвать сразу, либо вот заехать, взять и как бы и не париться. Перчатки резиновые должны быть, потому что как бы, ну, учитывая сегодня даже как бы какой только болезни нету, все равно как бы эти вещи. Маска, этот. Помню, деда были. Ну, у меня дедушка Кондрат, и я ему помогал. Перчаток не было даже. Ну, желательно все равно, потому что, во-первых, когда сын как бы и синья делаешь, тоже перчатки не делаешь. И плюс как бы, ну, мало ли у кого какая болезнь бывает все равно, учитывая даже на сегодня вот эти коронавирусные вот эти все вещи, лучше перестраховаться. Также в деревне просто были такие тряпичные халаты, правильно? Которые такие уже застиранные, они такие либо маленькие, либо большие. Но это цена вопроса 80 рублей, допустим. Он, тем более этот, ламинированный, то есть воду не пропускает. Можно спокойно, соответственно, как бы это дело одевается. Все, то есть замотали 2 человека, то есть ты уже спокойно работаешь, все это брызгает, у тебя как бы нет опасности, что тебя это вылет. В принципе, он одноразовый, но Майтхана пользуется как бы, ну, по несколько раз, в принципе, все это не так. Соответственно, в наборах бывает, отдельный набор подается, где есть два халата, 2 маски. Не, пока не, давай пока все. Такой или... Именно такой одноразовый. Продаются такие одноразовые. То есть ты все закончил, ты его собрал, у тебя здесь пакет для мусора есть. Даже если, допустим, у нас в Майтхане также, и дома также. То есть начинаешь мыть, просишь большой пакет какой-нибудь там на вот эти, на 200 литров, да. И все, ты вот одежду взял, выкинул туда, да. Вот вещь помыл, тряпку, выкинул. Все это все собирается и в мусорку, все как бы не писано. Потому что эту одежду уже никто не будет. А вот это полотенце или тряпку, которую взял, закончил, тоже выкинул, все. Потому что никто не будет не стирать, не мыть. Соответственно, как бы она считается одноразовой. Ладно, в нашем случае, как бы, если используют. Соответственно, маска. Маску, опять же, для чего? Может, даже не столько, сколько вот зараза, сколько есть вариант миском помазать. Человек умер, все равно запах. То есть уже как бы он через некоторое время, а это уже, ну, медицински доказано, что у нас все равно иммунитет, он все эти бактерии гасит. Как только человек умирает, соответственно, эти болезнетворные микробы, все это, ну, так, по проекции, да, начинает очень сильно развиваться. Соответственно, все вот этот запах, даже кто, по-моему, тоже вот Сухарат рассказывал, вот в Европе уже морги при вскрытиях, у них стоят вот здесь вентиляция, то есть не вверх, а воздух всасывается вниз. Потому что люди, которые вскрывают это все, когда если вентиляция сверху идет, он все через тебя. И вот эти, говорит, люди, кто занимается вот вскрытиями, у них, говорит, очень сильно хронические вот эти болезни, очень сильно развиты, потому что они вот это все постоянно дышат, и это все как бы, ну, отрицательно влияет на их здоровье. Поэтому вот в этих случаях у них стоит вентиляция вот здесь, и он, получается, туда внутрь высыхает. Ну, это будет очень дорого. По-моему, где-то у нас в Казани сейчас... очень дорого просто вопрос, да? Да, вот где-то в Казани, по-моему, такого типа морг сделали. Поэтому маска, и вот маску немножко миска. То есть она уже как-то перебивает запах, да? Теперь. Еще я видел, вот этот тазики ставят, там что-то из елок, там какие-то вот эти ветки, что-то там. Чтобы запах сбить? Не знаю для чего вот именно. Или какая-то традиция, не знаю. Ну, бухур, пожечь бухур можно, но иногда, когда слишком пережигаешь, там хуже получается. Теперь, то, что между пупком и коленами, мы не смотрим. То, что мы там моем, тоже, соответственно, да, все там, у нас перчатки. Плюс мы на перчатки наматываем тряпку побольше, чтобы не было, как сказать, не чувствовал, да. Соответственно, дальше здесь он уже как бы берет и моет.
То есть либо вариант, просто он приподнимает ногу, прямо отсюда воду поливает, то есть через тряпку, и, соответственно, он промывает. Либо вариант, как бы есть у арабов, они пока что они просто так на бок переворачивают тело и сзади тоже, опять же, из-под этого промывает. Взор не было, взор, чтобы... Взор, и мы не ощущаем через кусок тряпки, мы не чувствуем вот эти все вещи. То есть помыли, там, соответственно, есть, да, выкинули, опять помыли, закончилось, чистота закончилась. В этом случае есть вариант такой, что просто человека немножко приподнимает, то есть два человека приподнимают, и вот в этом положении немножко живот так поддавливают, смотрят. Либо сразу, либо после того, как помыли. То есть второй раз поют, перед тем, как третий раз камфоры помывают. Опять же, почему? Когда мы горячей водой промываем, тело оседает. То есть вот эти все, застывшие части тела, они проседают. Соответственно, живот тоже не так. И вот возможность как бы где-то расслабление и может вытечь. Соответственно, мы контролируем эти вещи. Если моем не заканчивается, баба должна оставаться то, что они использовали пробку. То есть наматывали тряпку и вставляли. Насколько это... Вставляется легко или там надо пытаться? У меня не было опыта с этим. Брать не буду, как бы этими. Ну это просто, я это как бы не для шутки спрашиваю, это реально. Изучение как это вообще? Да, исходя из, как бы... Мы с этим ситуацией Редко, надо да, все да. эти мелочи Да, знать. все мелочи просто узнать, я поэтому... Ну вот сейчас у нас как бы Это были случаи, что мы использовали женский тампон. То есть он маленький, сухой, потом попадая, он расширяется, соответственно, как бы, свою функцию он выполняет. Да, может встретиться. Да, то есть как бы здесь то есть мы, опять же, это не может это скорее исключение. То есть это редкость, это не постоянность. Тем более после вскрытия как бы этих вещей как бы таких нет. Все, мы с этим закончили. Соответственно, мы берем тахарат. А живот продавливается для этого, чтобы... Да, если что-то есть, чтобы выдавилось. Почему? Потому что если мы сейчас, допустим, сразу не продавили, замотали, тело понесли, у него там коричневое пятно, допустим. Это некрасиво и не стыдно. Просто, опять же, вариант такой, что, опять же, об этом чуть позже не требуется. Также остановимся. Помыли, закончили. Теперь мы начинаем брать тахара, да? То есть так же, как мы гусль берем. Есть гусль фарт обязательно, рот, нос и все тело есть с суннатами. То есть мы начинаем мыть руки до этого. Потом, опять же, рот, нос мы не сможем внутрь воду залить. Нет, просто берут тряпку и протирают. Тряпка. Да, три тряпки берут, нос протерли, рот протерли 3 раза, да? Потом, соответственно, дальше 3 раза лицо помыли, соответственно, полностью как бы, начиная вот по это все, прям полностью моется водой. Но стараясь, опять же, чтобы вода в нос не попала, потому что это все будет потом вытекать. Тоже не этот. Все, когда закончили, дальше руки идут до локтей, полностью моем. 1, 2, 3. Левую также. 1, 2, 3, да? Все, и потом просто берем чуть голову, кто-то приподнимает, и массаж сделали. Все, мы здесь закончили. Теперь можем сразу ноги помыть. Можем, все это, да. То есть, опять же, стараемся, чтобы вода внутри не оставалась. Все, потом либо моем ноги после того, как все тело помыли. Все, теперь после этого начинаем уже мылить, да? Используем губку, самую простую губку. И либо мыло, в данном случае у нас шампунь, гель для душа. Оптимальный вариант. То есть не надо мылить, ты просто надавил, все, он как бы вспенился. Все, мы водой пролили тело. Это у нас первый раз получилось. Мы должны мыть как минимум 3, 5, 7, да, но не больше. Пролили воду. Это первый раз. Потом губкой все полностью, начиная там справа промыли. Да, то есть вот эту часть помыли. Теперь как бы вот здесь уже нужна помощь второго человека, да? Так, можно, да? То есть получается в этом случае я здесь стою, я просто беру его так, приподнимаю. Опять же, видишь, полотенце, оно закрывает полностью тело, да? Теперь я держу, а ты, соответственно, как бы кумган, начинаешь спину полностью промыл. Здесь то, что мы моем, мы несмотря на намыли все полностью и водой пролили. То есть первый раз промыли, намочили 1 раз, потом мылом и второй раз опять промыли. Все, мы 3 раза промыли, получается. Опустили. Теперь, как в этом случае, получается наоборот. Теперь такая косинку интересна, мы будем вам получается, да? Он, соответственно. Ну, вот так же надо. Я просто здесь уже как бы так удобнее, да, потому что, когда так, он проще не так. Если вот это тело, если останется здесь, то она будет тут, вот здесь уже неудобно. Окоченевшего тоже. А? У окоченевшего тоже так надо. Еще раз? У окоченевшего тоже так.
Да, ты просто понял. Потому что по-другому она неудобна. Это как бы из моей личной практики так получалось удобнее, то есть держать его. То есть он просто держит, соответственно, я здесь начинаю поливать, либо куманом, либо этим. Прошелся, потом губкой тоже. Все. То есть мне цель, все тело должно полностью намочиться. Если маленький кусок сухого тела останется, как бы части, куда вода не достигла, гусольной тьме. Все, намылил, водой пролил. Все, мы закончили. Теперь опускаем, да? Все. Так, я попробую с головы начинаем. То есть голову мы помыли, да? Тоже так же помыли полностью. То есть один приподнимает, другой, соответственно, это все умыли. Все, потом опять же также пролили. Все, после этого мы моем ноги. И на этом, в принципе, вот... Нет, гусель, все, мы закончили. Да. Теперь, можно на этом остановиться, можно делать... Мы обычно делаем как куман, камфору добавляем туда. И им просто проливаем тело. То есть камфор, он дает запах. То есть это по-своему как этот благовоние. Да, если у нас камфора нету, соответственно, мы его сушим и потом уже по телу просто мажем камфорой. Понятно? Камфора у нас это сумно или это просто можно мисками? Можно мисками, то есть проблем нет. Ну как вот здесь Приятно, что камфор, да. как бы, вот, Да. То здесь как бы, допустим, там же сидр, кафур, это вот фактически в то время сидром мылись. То есть это то же самое, что сегодня мы используем шампунь. То есть мейки, допустим, используйте сидр и кафур. Да, в нашем случае мы камфору можем не требовать. Можем, если у нас нет камфора, мы просто его помыли, высушили. Опять же, высушиваем как? Допустим, ну, здесь у нас простыни нету. Мы берем вторую простынь, на него. на него прям ложим и потихоньку эту вещь так потихоньку вытягиваем. То есть это разлегся, понимаешь? Все, это вытягиваем и закрыли, да, простыни, все. Это мы сразу у нас в мусорку мы выкинем. Нет, у нас она И маленькая. вот за счет вот этого хазат высушивается, видите, да? Да, все, простыни мы положили, и сейчас простыню спокойно не тягивается. Ну, поэтому просим простыню старую. Старую, которая уже такая, нет, застиранная. Она такая уже как промокашка. Вот эту вещь, вот сейчас, ты ни за что не сможешь промочить. Чтобы она начала промокать, ее хорошо должен... Да, типа вот такого. А которую старую, которую уже застиранная, она еще есть толстая, хэбэшная, она просто, ну, чуть задеваешь, она в себя всю воду впитала, у тебя тело сухое. Проблема, ладно, допустим, если человек только что умер, да, там у тебя 3-4 часа. Бывает у человека пролежни, он лежал полгода, да, у него прям раны туда, вот ты вот если начнешь их вот так натирать, эти раны, все это будет кровоточить. Поэтому максимально нежно. Сейчас, допустим, губка, она мягкая. Есть губки жесткие, да, которые, ну, которыми мы, такими нельзя использовать. Именно мягкая. А раньше в деревнях брали именно мочалки. Вот мочало, да, понятно, что такое мочало? Да. Это вот кора дерева, которую в воде отмачивали, у тебя получается этот. Понятно, нет? Нет. Ну, вот, он ташкентский парень, поэтому. То есть берут липу, кору липы, откладывают в воде, и он там лежит долгое время, она начинает расслаиваться. Расслаиваться, может быть, видел, и такие слоеная такая-то. Не раз? А лапти видели? Нет, ну лапти-то делают из бересты, а это из липы. И он получается, вот, ну, как бы вот такая, как макароны такие плоские, их кучу. И потом вот это все как бы дальше делается, мочалят, и вот он получается мочалка, и ее начинают вытирать. И если эта мочалка очень долго пользоваться, она становится мягкая-мягкая, как вата такая. Она для человека бесполезна, потому что, ну, с тебя кожу грязь не снимает, но для мертвого человека самое то. Ну, у нас в данном случае 21 век, мы просто берем мягкую губку, пеним хорошенько и все, то есть помыли, закончили, да? На нем у нас просто не лежит. Правильно? Ты пока лежи. А губку все тоже сделано дело, все выкидываем. Мы все выкидываем. Основу все. Все, да. Допустим, когда у нас там здесь в Майтханде литр геля стоит, естественно, мы его не выкинем, да, он остается. Губ, естественно, мы его выбросили. Перчатки выбросили. Такие вещи, большие расходники, они как бы стоят, сколько надо помыли, использовали. А если мы пришли, допустим, к человеку, ну, мыло принесли, то мыло тоже выбрасывают. То есть просто люди будут или... Ну, вряд ли кто-то будет использовать это мыло после человека. Да, поэтому вот все, что есть, все сразу в мусорку просто выбрасывается и все. Соответственно, у нас пока он здесь полежит. Терпится немножко. Теперь рядом, в нашем случае это получается этот, как называется, каталка. В случае, если мы у кого-то дома, это у нас кровать рядом.
Если у нас есть такая вещь, то хорошо. Если нет, можно использовать здесь в качестве этого простынь. Как это называется? Это носилки, опять же, МЧСников. Все, на него ложится одеяло. Да, сейчас немножко с этим проводом неудобно. Да, на носилки мы ложим одеяло. Опять же, мы здесь просто как бы используем это покрывало, но обычно используют такое большое. Так, где у нас длиннее? По-моему, так и есть, да? Нет, прям так открывается. Чуть дальше натяни до конца. Еще чуть. Угу. Все примерно так. Все, это у нас получается глина. Бывает толстое одеяло, ватное. Либо делают как такое ворсистое тоже, как на кровать ложат. Может быть, видите, там разных цветов. Почему? У нас тело Фатимы радхиаллаху, она попросила, как завещание, то, что когда ее хоронили, закрыли неким накидкой ее носилки. Чтобы тело не было видно. Да? Да. Как на теплице делают? Да. Здесь как бы эту же функцию может это одеяло выполнять. То есть мы закрыли, тело не видно, потому что если в кафан мы его замотаем, видно, что тело будет облегать. Плюс как бы зимой все равно он в одеяле приходит, там его перед могилой открывает и достает. Соответственно, вот оно снизу сразу остается. То есть носилки, потом одеяло. Потом, опять же, либо используют для этой цели. Мы уже после последнего урока у нас здесь все так раскидано. Сейчас разберемся. Нет, это другое. То есть у нас в следующем мы ложим. Так, я даже не знаю, что это такое. Теперь у нас есть 3 ремня. Они должны быть, ну вот примерно, если у нас... стол у нас не такой легкий. Все, понял? Нет. Мы сейчас просто примерно рассчитаем, да? То есть у нас должно быть одно, это бедро. То есть мы находим здесь середину. Соответственно, мы вот эту середину ставим здесь на уровне бедра. Второе мы ставим на уровень пояса. Опять же, вот здесь, смотрите, здесь на полу, у нас пол чистый. Если пол грязный, мы просто вот так закладываем. Вот так. Сейчас у нас, допустим, да, пол мокрый, соответственно, мы вот его так собрали. И третий у нас идет на уровень плеч. То есть как раз это самые, скажем так, тяжелые места. Все, и мы примерно так же положили. 3, да? Да, у нас они идут 3. Все, теперь мы сюда ставим, называется у нас по-татарски ахират курнаю, по-арабски хамис. Да. Рубашка, да? У нас она по размерам получается 320 на 80. Так, у нас, по-моему, наоборот. Вот так. Нет, так перевели. Там почему? Опять же. Вот плечи же видим, правильно? Стоп. Я увлекся. Прошу прощения. Мы сначала берем 2 слоя. Вот так вот сидим. 80 пополам, да? Да. Сначала вот 2 этих. Я вот в обратном. Отвлекли меня. Это все. Да. Это Руслан здесь отвлекает. Так. Надо 320 на 160. Это у нас 240 на 180. 2 слоя. 240 на 180. На 280. Сколько лет? 2 слоя. 2 слоя. Всё. Это, Два нет, слоя это, по это, 240. это скидываешь просто. Это у нас называется изар или фафа. Тоже вот здесь есть середину, вот здесь ты примерно найдешь. И вот так же делаешь по этому. Вытяни полностью, натяни, ладно? Все, мы 2, прям на себя натяни так хорошенько, чтобы все. Примерно, даже, нет, нормально, примерно так. Все, теперь уже то, о чем мы говорили. Это сколько? 80 на 320? На 320. Грубо говоря, мы пополам делим, получается у нас Она уже одна. 1,60 м, да? Мы просто пополам ее делим. Вот видишь, у нас есть где плечи, правильно? Вот где-то вот на этом уровне. Теперь, здесь уже она порезана, она режется так.
То есть пополам сложили, режется вот так и режется вот так. То есть, так, где у нас маркер? Если это вот середина получается, да, грубо, вот это середина, мы режем так и так. У нас получается что-то подобие воротника. Теперь вот этот верхний слой мы начинаем собирать в рулон. Вот так. Все, вот немножко в сторону взяли, вот так чуть-чуть. Все. Теперь давайте сделаем так, чтобы, ну, мы на ковшовый его положить не сможем, поэтому переиграем как вот с переносом, да? То есть у нас Так, как лежит, Руслан? Он же накрытый лежит. Чуть не заснул. Он же накрытый лежит. Он накрытый лежит, да. Ну вот эти вещи, ну накрыты мы вот подложили, соответственно, сюда. Пускай. Так. Абдрахман, ты если ты хочешь, ладно? Так, мы взяли. Опа! Теперь, Абдрахман, забираешь? Алексей, Теперь смотри, вот насчет, не, сейчас чуть-чуть сюда, вот сюда. Стоп. Вот так, все, теперь ложим. Все, положили, правильно? Теперь, эту вещь мы опять же, так, кидай. Нет, да. Вот так, да? Да, можно так, можно потихоньку вытянуть. Ну, я боюсь его штаны вытянуть вместе с ними. Все, теперь у нас, дай другая вещь. Допустим, у нас он под этим, под простыней, правильно лежит? Так. То он лежит. Теперь мы берем, Продеваем. продели. А, Понял? То есть вот Отдельно это Т-образно, вот все. Теперь мы вот эту вещь потихоньку убираем, а это опускаем. А вот закрываю. Но, соответственно, себе причинял здесь, поэтому проблемы. Либо не смотрим, либо... Где у нас тряпочки положили? Вот. Сейчас проблема продает просвечивающий сот. Все просвечиваем. Пока вот. Все, мы сейчас берем и сюда закладываем. Ноги вместе соединили. И сюда убрали. Заворачиваем. Да, прям, чтобы туда. Заворачиваем. Плотно. Да, плотно, чтобы он не расхлебан был. Опять же, если у нас, скорее всего, захотят посмотреть, мы ее так немножко открыто оставляем. Теперь с этой стороны взяли. И, соответственно, в эту сторону, да. Ну, Руслан такой миниатюрный, поэтому здесь хватает. Если у Абдрахмана, мы уже, скорее всего, так легко бы не натянули. Ладно, мама, что-то для слона последнее время делает. Нет, ну А я... если пошире сделать, можно? Вот у нас был случай, когда апа была очень большой, и для нее сделали, ну, дошили, скажем так. Потому что, ну, все, мы пока тебя оставляем так. Соответственно, мы начинаем сразу второй слой. Женщины заворачивают. Мы же этого просто закрыли же. Вот так, на всякий случай. А вдруг, да? соответственно, если он длинный, заказываем тоже. Да, если он длинный, соответственно, ну 2,40 вряд ли длиннее кто-то остается. У нас просто видишь, здесь много остается, может остаться здесь чуть-чуть. Ну, если он будет баскетболист 2,5, соответственно, да, либо будем пришивать, либо, Тут уже на месте. либо ехать покупать сразу рулон и по месту 3. А уравнение можно быстро? Перезаказать вряд ли. Это уже нужно уже, наверное, просто докупить. Тепло ли тебе девица, да? Так, теперь смотрите, у нас получается этот пояс. Попали в пояс? Попало. Все. Теперь либо можно завязать, чтобы уж как бы он не убежал или не раскрыл. Это у нас бедра, правильно? Ладно, ну немножко уж. Видишь, вообще без проблем, пожалуйста. Не, повыше это уже задница будет. Не надо. Нет, бедра нормально. Так. И у нас, соответственно, здесь у нас плечи. Третья последняя. Да, это у нас плечи получается. Все. То есть клиент готов. У меня была где-то тонкая полоска. Куда мы ее дели? Которую я пытался ему шею подвязать. Вот это? Вот она.
Да, вот здесь мы сильно не завязываем. То есть желательно просто... Чтобы держался. Да, нет, потому что после того, как его положат в могилу, это надо будет развязать. До развязали. А? До развязали. Вот уже у могилы, перед тем, как спускать, развязали. А если он это уронили бы, он высыпался бы. Ну, так Обычно, ну... в могиле это делают. Мгм. Так, соответственно, мы тебя на чуть-чуть попрощаемся с вами. как-нибудь. Соответственно, та же система, да, то есть здесь под голову. Просто голову помог, да, подложить, и человек сознание потерял. Ну, чтобы не сильно впритык, да, чтобы не облегал, тоже сильно вот завязывать верно, да? Нет, а почему облегает? И чтобы сильно, я имею в виду? Да. Мгм. Потому что этот... Дышать тебе есть чем? Нет, это же... этот, В какую сторону заматывать есть разница? сначала левая сторона, потом правая. В какую сторону? Это подразумевается. Сначала левая, потом правая. Левый, правый. Левая, правая. А, узел? Нет. Все. Ага, Так. дальше. Я, опять же, в попых... Либо это имеется в виду от него, С левого плеча, да. его Я в попыхах забыл, но тем не менее, вот эта вещь важная. Подстраховаться. Это у нас одноразовая пеленка. А, пеленка. Ее нужно было так, снизу подложить. На этот, как называется. Сейчас положим. Она снизу подкладывается. Вот когда весь, Вот, когда... вот под это. Ну, сейчас мы его Да, это наоборот. разберем. Могила, правильно? Это у нас кыбла. У нас ляхат здесь внизу. То есть вот эта часть, которая есть, вот ляхат, оно вот получается, вот мы если ставить будем в могиле, вот оно там. 3 человека спускается. Спускается 3 близких родственника, да? Стоите сюда, идите сюда. У нас есть 5 ремней, да, так называемых. Ты берешь левой рукой сюда, правую ты берешь за это. Вот так. Ты берешь, соответственно, вот так же. Правый или левый? И вот это взял, да, вот так. Я беру за середину. То есть и мы подняли. Мы, соответственно, ставим вот так. Да, вот, да. Втроем. Да, и если что, кто-то вот опять же, говорит, вот здесь сверху, допустим, кто стоит, он может помочь. То есть мы, как здесь как Сергей говорит, мы же стоим вот здесь, то есть человек может отсюда приподнять, соответственно, взяли и опустили. Все, и вниз ушел он. То есть там приложили. Уже И обратно. Кандуем, Руслан. Развяжи его, обидится. Все. Соответственно, там, когда мы уже положили, мы эти вещи развязываем. Все, и вот в таком положении, опять же. А? Нет, подкладываем под правой лопаткой кусок глины, чтобы он на правом боку лежал в сторону кыблы. Да. Вот он ложится на правый бок, и вот здесь под лопатку, ну под левую, под правую лопатку, под левую лопатку получается, да? Под левой, да. Да, чтобы он на боку лежал в сторону кыблы смотрел. Под левую лопатку что-то подправляем? Кусок глины большой, да. Или небольшой. Некоторые под голову ложат, но он должен лежать на правом боку. То есть если... А под голову что? Можно маркер, да? Обычно делают либо вот эта часть, она вот делает так, что тело вот так лежит. Здесь тоже они делают вот немножко вот так, чтобы тело лежало здесь. Это называется шаг. Вот когда в середине копают. А приходит то, что в Медине хоронили так, шаг. Когда пророк сам приехал, они начали делать ляхт. Ляхт это когда в правую нишу, в нишу делают. И здесь досками закрывают. Доски обычно получается 70-80 сантиметров на 2 метра вот так. Доски выкладываются так под угол. И дальше закапывается. Тело остается вот здесь, он получается на боку. Либо вот здесь также на боку. Он лежит на правом боку в сторону лицом. Так. Сейчас. Еще что нужно? То есть вот развязали, там развязали, что еще? Все. Дальше доски закладывают и закапывают. Последнее, получается, действие это доски. Этот? Один человек остается, двое выходят, и один начинает как бы доски закладывать. Если это женщина, то могила закрывается ремень. Сейчас. А в основном могилу у нас двое спускаются. Ну, Двое там не помешается. Почему? Не знаю. Прыгай. У нас Прыгай. Ну все. Он Вот эту пеленку. вот, да. Вот эта пеленка. Да, то есть эту пеленку. Последний. Нет, самая последняя, она стоит пеленка. То есть вот получается, мы поставили. самое близкое к нему. Да, Это вот пеленка. он на пеленку лег. Если, допустим, если голова вскрытие головы, то сюда тоже пеленка ставится. У тебя под голову. Либо можно памперс прилепить. Ой, не памперс, а прокладку.
Не знаю, меня вот клеили на спину, когда это делали. Пьявки. А. Мне со спина. Ну, обычно вот эта вещь стоит 120 рублей 10 штук. То есть она как бы, ее, допустим, ну, порежь пополам, если как бы она слишком большая. Она же тонкая, ее незаметно. В принципе, ее цель именно некая там час, полтора-два. Тем более мы же не знаем, как далеко вести. Иногда бывает моет, мы еще 2-3 часа он едет. За это время все это будет течь? Те, кто омывает умершего, и они же его в углубление опускают. Нет. Нет. Уже другие, да? Тогда уже близкие родственники. Все, наше дело мыть и отдать. Да. Все, алхамдулилля. Все, то есть эта вещь. Больше прав имеют близкие родственники. И проблема да? Бывает же они беремся, вот как в таком случае? Вот у нас Там обычно они не знают, что украдут. зирота, человек, который, ну, ответственный за кладбище, он там стоит и объясняет, да, он говорит, сейчас возьмите так, вот здесь подкладывайте, вот это сделайте, то есть не так далее. А, соответственно, опять так же, когда мы уже, допустим, человека положили, эту вещь опустили, вот здесь можно взять миском натереть, то есть лицо, руки, вот, не так, чтобы запах у него был. Все? Так, что у нас еще остается здесь внутри? Что еще непонятно? Есть моменты, которые многие спрашивают, как выносить из дома, как внести на А, с там. головой, на Меня голову, тоже спрашивают. такие Ногами вперед, либо ногами там. У христиан же там что-то ногами вперед, по-моему. Ну, по традиции выносят ногами, ну, когда несут, головой вперед несут. И опять же, уважительное отношение такое, что нельзя садиться, пока тело не положено на землю. То есть, когда тело несут, не садятся. Плюс не идут впереди на силах, тоже из уважительно. Были крайние случаи, когда Абу Бакр и Умар шли впереди, когда их спросили, сказали, что ну, слишком много народа, и ну, физически сзади не получается, поэтому вышли вперед. Тут зарурят. Во всем остальном как бы идут за носилками. Нельзя на этом, на лошади, как вот, ну, перекинув, как эти индейцы же воровали там, женщина перекинул и повез, да? То есть вот такое небрежное отношение к этим, к покойнику, как бы оно непозволительно. Соответственно, как бы есть, руками несут, соответственно, пока его не положили, никто не садится. То есть такое уважительно несут головой вперед, но опять же, когда мы с лестницы спускаем, если мы головой вперед его спустим, ну, все вытечет, да? То есть живого человека мы все равно спускаем ногами вниз, правильно? Тут как бы, получается, голова повыше должна быть. И чисто физически, если мы ноги поднимем, просто изо рта потечет. Поэтому, когда мы идем, спускаем ногами, если поднимаем, соответственно, головой вперед. Опять же, да, то есть мы до конца мы не сделали, да? Да, давай еще раз. Мы уже до конца мы здесь этот Я думал, выносить типа вперед ногами, это из разряда суеверий, как оказывается. я, честно говоря, скорее всего, таких прямых далилей здесь нет, здесь просто чтобы людей ну, не Не шокировать. да, не драконить их, потому что у них состояние такое. Из, Не так в шоке. Вот, из двери вывели ногами, проблем как бы нет. Если, Горе, если здесь начнешь воевать, там это беда, там еще что-нибудь такое, здесь могут по-другому это. Тем более, как бы мы вытаскиваем, то есть мы с подъезда вывели, положили и головой так. Я просто уж, просто ляжем, просто не будем так заматывать, просто я уж покажу и просто не так. Для чего мы вообще этот пирог весь создавали здесь? Так. То есть, ну, давайте гипотетически предположим, что это, да, он уже саван замотанный, клиент готов. У нас же еще есть одеяло. Правда, тебе еще раз немножко не терпится. Эти вещи тоже у нас также наложены. Это уже как бы скорее для этих моих ханае, как мы клиентов уже отпустили. Одеяло тоже закрываем? Да, то есть мы вот так одеяло закрыли, соответственно, да. То есть все, он уже. Теперь у нас есть носилки. МЧС. Так, ты сейчас намотал провод? Все, теперь, допустим, если мы из дома выносим, вот двое здесь и двое там. Все, и мы вот фактически его унесли. То есть мы можем спокойно таскать его. Человек выносит? В идеале 4. 3 тяжело. Если мы спускаем откуда-нибудь там с 4-5 этажа, 3 тяжело. 4-5, допустим, вот один здесь, вот так можно не 3. Можно? Да, вот то есть 2 сюда. Либо один с голову, здесь вот так. Здесь двое, там голову один держит, допустим, так. Так, ну. Нет, вот это ты оставь, вот, отпусти. Вот, допустим, нет, ты будет только там лежит. Все вот это, Аллас. Все, вот примерно так.
Нет, голову тоже можно одному человеку отдать. Вот в этом случае. Ну, то есть, чем больше народу, тем как бы И это. легче и аккуратнее. Просто здесь как бы есть нет, ну, опасность то, что ты его не уронишь. Опять же, мы когда, допустим, на каталке его выносим, мы через него взяли и переложили его в большие носилки. И он прям так же уехал. А потом, допустим, с этим же отделом он потом возвращается. И снова здравствуйте, да? Ну как, ощущения? А хорошо жить, говорит, еще лучше, да? Алихан, здесь не даёт? Ассаламу алейкум. Намазу катарамы? Второй этаж. Второй этаж. Алихан, не дай Аллах, вот всякое бывает. Кто-то не дай Аллах, вот тут, допустим, они упал тогда что делать? Ну, всякое бывает. Хоп, там что-то. Ну, поэтому 4 человека, один упал, Да, но трое держит. Сразу предупреждать, потому что бывает бабай и так еле держит. Не, ну таким людям просто надо не давать. Вот Ну, как смотри, вот тоже объяснить мягко. когда ты здесь держишь, у тебя, смотри, вот здесь, если даже один человек падает, остальные его удерживают. Просто может Да, немножко да. не поэтому. Вот у нас вот просто бабай, брат, еле держит. Нет, ну для этого нужна молодежь, они же как бы не смотрят. Молодежи нет, пару человек, вот я был среди вообще что-то, там еле такие. Ахамду так, народ был, много бабаев был. Но в таких случаях лучше не трогать. Лучше Перестраховаться, найти Понятно. молодежь, которая будет этим заниматься. заранее даже договориться. Там, ну, такие вопросы, как между нами, да? Просто там... Между Какой нами, между нами между отдельно нами видео снимаем, и на брат? видео Между нами снимает, отдельно да? И сам навешали еще камеру. снимает, да, такая? Сейчас на WhatsApp будет. Это Да, по секрету всему свету. Да, это потом давай не давай сейчас общие вопросы, чтобы Фаня не остывала. Это проверка была, да, Нет, такая? нет, потом, хорошо. Вот это могила, Мгм. как ее, Ля? с какой высотой? Да. Альхамдулилля, да? Нет, высота, проблема в том, что куда ты лишнюю землю денешь? Вот все, что есть, ее собирает, она как бы делает горку. Потом она вся как бы, ну, в течение этого года, допустим, она вся усаживается. Иногда бывает даже так, что он прям, ну, и раз такая яма внутри. Поэтому ты лишнюю землю никуда не денешь, то есть она все равно будет здесь. Причем через Да. год приходишь и... Потому что когда, допустим, в Саудии знаешь, как хоронят? Не знаю. То есть они берут землю, то есть делают комнаты, стены вот так. Высота 2 метра. Ну, может быть, чуть Деревяшек, меньше. что ли? Либо 1,80 м. Из этого шлакоблоков стены делают. Вот так делают стены. Потом все это сверху оставляю вот такие перекладины, пустые места. Вот так. Все остальное они закапывают полметра землей, песком. Ну, в частности, в Мекке вот так. На песок. Но это Мекка, потому что в Мекке земли нету, там камни, то есть гора. Соответственно, получается, вот здесь там 2 куска бетона. Вот его открыли, туда там внутри песок, тело положили, соответственно, вот в этой комнате, да? Тело положили, ну, пусть будет там в сторону Хыблы, да? И бетон закрыли и закопали. Он может и 10 сантиметров, может и 20 сантиметров может сделать, может полметра сделать. Это их особенность, да? Всё? Нет, у них мешком принес, добавил. В нашем случае ты вот выкопал землю, куда ты ее денешь? Тем более, учитывая, что она пока вся зимой, она вся понята, она будет большой, но по весне это все просядет. И потом ты все равно можешь выровнять ее, сделать. А могилы, которым там несколько лет, там она просто ровно землей, ты даже, ну, чуть-чуть просто видно, что было. Тем более у арабов, это, ну, камушки, допустим, они так и остаются, как, допустим, Бакия Зирата, да, кладбище Бакия, около мечети Пророка Саллаллаху алейхи ва саллям. Вот эти горочки, они как бы остались, да. А в нашем случае, вот могилам, которым 50 лет, их просто нет, они просто усели. Их же мы непреднамеренно делаем большими. Просто вот эта вся земля, которая есть, сейчас в этом, на Самосырова, то есть могила, которую раскапывают, они сверху из досок делают такой этот, типа рамы, да. Типа рамы. И когда кидают глину, чтобы она внутрь не сыпалась. И потом, когда уже закапывают, и получается этот бортик остается, и дальше вот сверху вот так у тебя получается горочка. То есть у тебя она уже не разъезжается по краям. И ты уже по этому бортику видишь точные эти расположения могил. И они его делают еще в таком этом шахматном порядке. То есть, допустим, могила,
То есть вот так они примерно хоронят. То есть не так, как, допустим, вот в Рядсе. И, соответственно, ну, и смотрится красиво. У них шардуанар этих изгородей нету, ну, камни есть. Без фотографии, но там некоторые, там, 1,20 метр. Но вот у нас в Усадах будет кладбище, там будем смотреть. Это уже от нас будет зависеть, мы можем там 60 сантиметров допускать, что у нас здесь вот только такие камни. Размер там 60 сантиметров, как вот в Ижевске сделали, фотографии показывают. В Ижевске, допустим, идут все 60 сантиметров над гробом, ну, эти камни. И без фотографий, соответственно, имя написано, все это есть. А так, когда хоронишь вот сейчас, получается, вот здесь, ну, пусть будет так, да? Вот ляхаджи у нас, доски ложат, и вот сюда к доскам ставится доска двухметровая. И когда закапывают, допустим, если закопать здесь, а тело же у нас здесь, поэтому когда доска вот здесь торчит, ну, понимаешь, что вот доска как раз над телом, над головой человека. И, соответственно, у нас уже делают горку вот где-то вот так. То есть чуть сюда. То есть, Показывает, где тело. потому что если смотреть вот по там, куда опускается тело, если вот только здесь закроем, а тело же у нас чуть правее, оно здесь лежит. Соответственно, если ты будешь ходить, то получается на тело. И когда ты вот эту доску ставишь, упор вот прям вот сюда, упором вот в этот угол, она как раз на его голове. Соответственно, получается, мы должны ее делать уже чуть вот так. Ну, люди, которые этим занимаются на кладбище, они знают. Да, поэтому если он чуть в сторону начинает, нужно понимать, что вот в сторону кыблы, если они еще полметра взяли, это вот как раз вот, чтобы та часть, которую ляхат, где тело, она чуть вперед похоронена. А ну, здесь. Видишь, она получается не здесь смещена, а смещается сюда. Если шаг посередине, доска здесь стоит, проблем нет. Но если мы как бы делаем сюда, соответственно, доска тоже должна торчать тут. В принципе, вкратце все. Вопросы есть? Ахшам, да? Ну, не знаю, больше часа. У меня как батарейка садится. А вообще для чего вот это вот углубление делают? Получается, вот эта часть... все, я понял. Получается, здесь будет закапывается полностью, да? Да. А он здесь лежит. Да. Здесь не закапывается. Нет. То же самое здесь. Но здесь дерево, оно прогнет и это сядет. В данном случае она просто как бы, ну, ниша останется. В Средней Азии она еще больше делается. Когда тело опускает, бисмилляхи ва аля милляти расулилля. То есть говорят так. С именем Аллаха, с Аллахом и на милляте. Миллят, Ну, по сути, миллят не путь же? Суннати Расули, да. Сун или милля? И так приходит. Угу. ну, крепость мусульман, короче. А это еще есть просто бросать горсть земли. Ну, 3 горсти кидают, да, от каждого этого. Просто каждый раз кидает, потом закапывается. Ну, по хадисам, человек, который омыл и не рассказывал об этом, тому простятся. Сейчас я боюсь ошибиться, 30 или 40 больших грехов, именно больших грехов. Кто замотал саван покойника, того Аллах оденет в одежды рая. А человек, который выкопал могилу, он будет подобен тому, кто построил дом для нищих, в котором они жили до судного дня. Награду он будет получать за это. Ну, как бы, Короче, это Чуть же назад. Абракарат, да, абракарат. человек, который участвовал в джиназа, получает кинтар. Человек, который участвовал до того, как похоронили, 2 кинтара. И мало, что за кинтар, когда спросили, он говорит, подобный горе Ухуд. То есть кинтар, Не карат? кинтар, ну карат на русском, кинтар по-арабски. Карат, 2 карата. И какие размеры карата, он как гора Ухуд. Поэтому само по себе... Если вы понимали Алихазат награду, здесь должны быть, наверное, сотни людей, да, там, если Акча там гиряк подугивали. Вот я от тебя чуть дополню. Пожалуйста. Когда вот только это все вот мы задумали, вот обучение и так далее, мне интересно было, какая вот за это вообще награда от Достоинство. Аллаха. Да. Какое достоинство, Какая Господи, какая награда. И вот то, что я сейчас услышал, альхамдулилля, это милостиво. Хочется даже участвовать, вот реально. Вот сейчас Мы часто хочется участвуем. Ну зачем учимся? Чтобы практика... Ну, я имею в виду еще больше Это щедрость Аллаха Субхану ва Тааля, то, что ты выполняешь фард, оставляя который ты получаешь грех. То есть ты себя обязательства снимаешь, и по щедрости Аллаха, Аллах тебе еще за это одаривает. Еще вот хадис, да, вот про то, что Абу Бакр, помните, кто профессионал, спросил, кто был на джаназа, кто Посетил больного. вот расскажите, это тоже как
Я сейчас боюсь всех не упомянуть. Пророк Саллаллаху спросил, кто сегодня участвовал, посетил больного. А Абу Бакр сказал я, кто участвовал в джаназе, я. Кто дал садаку? И что-то еще было, 4 или 5. И когда Абу Бакр говорил я, и он сказал, человек, который все это в этом участвовал, то есть будет достоин рая. К этому нам стремиться надо, иншаллах, всем. Ну, везде учат, знаешь. Знаю. Джазакаллаху хайран. Джазакаллаху хайран. Все Ты понятно? прямо? Включаю, Александр? Все, да,